Дима-то уехал вроде, да? Юлю, наверное, видел. Мы идем, да? Идем сюда. Последнее. Самое приятное осталось. Чай, все, свободен. Все, сюда. Все, занимайте место, плов или макароны. Все, что есть. Карточка там. Что я передал? Вас Димаш, Здесь, я так понимаю, учет, да, и после прохождения. Чай. Рядом тихо. Спасибо. Вот сюда. Сдадите и туда к наркологу и флюорографию. Хорошо, меня найдете, потом тогда в столовую. Здравствуйте. Вот я наблюдаю за вами, да? Вы с общественной палаты, да? Да, из общественной палаты. Представьте, пожалуйста. Иванов Станислав Семенович, член общественной палаты Республики Саха-Якутия, первый проректор Арктического института культуры и искусства. Сегодня вы вот акция «Путь дома», вы первый раз на ней, да? Да, на этой акции я в первый раз. Вот, ну, тоже я, конечно, о ней слышал очень много, но был брошен клич, кто может, у кого есть время более-менее свободное, чтобы принять участие, оказать свою посильную помощь. И вы здесь не одни со своими студентами, да, или как? Ну, здесь просто выпускник прошлого года нашего Арктического института тоже участвует, поэтому мне как бы вдвойне приятно, что человек, который занимается в округе социальной работой, тоже вот участвует в этой акции. Ну, я смотрю, вы как бы чуть ли как не за маленькими детьми за ними ходите. Ну, это обычная работа, наверное, то, что мы и педагоги, и организационные чисто. Здесь нужно разрулить людей, которые не знают где, куда, к какому врачу зайти, там анализ какой сдать. И просто чисто вот такой диспетчерская работа, волонтерская диспетчерская работа. Чем можем, тем и поможем. Потому что врачи ведут профессиональную помощь, столовая кормит уже голодных, скажем так, ну и все службы оказывают свою посильную помощь, и пенсионные, и психологи, и паспортный стол, вообще все, кто может, все задействованы. Вообще, вот вы первый раз узнали про акцию, вот на первой участвуете, ваше впечатление есть, вот 10 лет, 10-я она идет уже, это 10-я акция, хотелось бы узнать ваше мнение. Нужна ли такая акция? И она уже имеет свой вид, в принципе, да? Вы говорите, уже диспетчерская только работа, да? Ну, по сути, да, потому что здесь нужно тоже рулить. Вот они же приходят и не знают где, куда, стоят в одну очередь, когда можно пройти в это время других врачей, каких-то сдать какие-то анализы. Ну, вот чисто так немножко отрегулировать, накормить одежду, сказать, что где можно получить. Тут же, предположим, если кого-то вывозят, найти кого-то, у кого анализы не очень хорошие. Кто-то должен и этой работой заниматься. А вообще акция, как вы считаете? Не, ну я и знаю, и сам и слышан, и супруга моя здесь уже участвует который год, поэтому об этой акции я, конечно, знаю, я понимаю, что это очень нужное, благое дело. Они сами тоже очень благодарны, между собой обсуждают, знают, кто это проводит. И
свое, видимо, и радио у них внутреннее тоже, они же, была объявлена акция, они же многие пришли, услышав, их же, не, скажем так, не силой согнали сюда, а многие услышали, пришли, знают, что можно и пройти какие-то анализы сдать, и покушать, и ну, обычные наши мирские заботы, которые есть у всех. Ну и даже просто встретиться, увидеть, они здесь встретились, многие друг друга знают, друзья, товарищи. Кто-то пришел для того, чтобы устроиться вот, в Терях, значит, кто-то уже там был, обмениваются своими мнениями. Ну, то есть это очень важно, и все, кто здесь задействован, все равно стараются не просто оказать свою какую-то узко свою помощь, а провести беседу, попробовать все-таки сказать, что есть еще и обычная нормальная человеческая жизнь, к которой можно вернуться. Ведь смотрите, есть ребята 26 лет, мальчишка ходит, да, есть 28-летние ребята, ну, они оступились где-то. Кто-то находит для себя оправдание уже, девушки, женщины, они говорят, ну это же женский алкоголизм, но все равно можно найти какие-то себе возможности, да, тем более все стараются как-то каким-то образом помочь, чтобы исправить жизненный свой путь, исправить свою жизненную траекторию, выйти на правильную, на нормальную жизнь. Ну, вы познакомились с акцией, увидели же, есть там и общественные организации, есть и МВД, есть, удивительно, даже УФСИН здесь участвует, да. То есть такой межвед, который позволяет реагировать на нужды человека и делать учет и контроль, да? Да, и многие же вот они приходят, и они говорят, что мы уже были, мы уже обращались, мы поднимали этот вопрос, то есть они уже знают, по какому вопросу им нужно подойти к какую службу. Там, значит, у кого-то проблемы с пропиской, у кого-то проблемы с паспортом, кто-то не может пошлину заплатить, и вот они эти вопросы здесь тоже стараются каким-то образом решить. Ну и самое главное то, что я считаю, вот и служба флюорографии и вся медицинская анализы, когда определяются, что есть положительные какие-то моменты, ну, положительные, значит, результаты, да, что нужно сразу человека дальше отвести, либо провести КТ, либо какие-то усилить еще и обследования. Это тоже очень важно. Очень важно для жизни и здоровья населения и людей. С точки зрения как бы мужчины, да, я очень сильно заметил, что вы очень сильно помогаете пенсионному фонду. Для вас это вот пенсионный фонд здесь оформляет, это результат акции, или вы впервые вообще увидели, чтобы пенсионный фонд вот даже здесь сидел, да? Ну здесь, да, здесь и пенсионный фонд. Вот я был удивлен, но какие-то вопросы, если у них есть, то да, они, видимо, отвечают, пенсионный фонд, помогают каким-то образом. Потому что многие же все равно не оформившие ни пенсии, ничего, без средств к существованию. Поэтому это очень важно. Ну и как общественная палата, да, вы как считаете, форма есть, содержание есть, надо двигаться дальше, да? Ну, конечно, наверное, вот 10 лет уже это, скажем так, вот это мероприятие, 10-й год уже, да. 10-е мероприятие за 4 года. За 4 года, 10-е мероприятие, да, не 10 лет. Значит, проведено, но я не говорю, что только на этом останавливаться, наверное, другие формы есть, надо искать какие-то новые формы, чтобы выходить на вот эти слои населения и каким-то образом им помогать. Но мы, Общественная палата, проводим слушания, мы поднимаем какие-то вопросы, в основном теоретического плана, да, но то, что и привлекаем внимание общественности к решению этой проблемы, это большая социальная проблема, тем более в современных условиях, когда все становится очень трудно, очень сложно жить. Вот, люди оказываются за порогом своего дома часто, и вот поднимать вопросы строительства каких-то социальных приютов, каких-то мест, где люди могут пройти реабилитацию, это очень-очень важно. Я так считаю. Спасибо. Ну, еще раз говорю, акция проходит до 17 часов. И поэтому надо будет, если у вас какие-то вопросы возникают, можете подойти и задать эти вопросы, которые вас интересуют.